то время как в 82 регионах отмечен спад рождаемости, Ингушетия поддерживает демографический баланс в стране. Статистика ДТП беспощадна. Сотни аварий, десятки погибших и пострадавших. О ситуации на дорогах региона расскажем в выпуске. Третий год, можно сказать, проводим капитальный ремонт на этом участке. От федеральной трассы до железнодорожного переезда. Движение будет восстановлено через несколько дней. На улице Московская в Назрани завершаются ремонтные работы. Ярмо почтальонки, у нескольких яхчо, щил тоже хаят. Сотни писем и газет они разносят по домам. Почему пенсионеры со стажем не желают расставаться с любимым делом, узнавала наш корреспондент. Младший был, мать больше жили, отец больше жил, он сам младший был, мы 7 старшие были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали. Имена героев живут в памяти народа вечно. Сегодня исполнилось 11 лет с момента гибели Алихана Калиматова. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Демографическую статистику в России спасают Чечня и Ингушетия. Такие сведения приводит российская газета со ссылкой на данные Росстата. Эти показатели свидетельствуют об уменьшении в России количества браков, разводов, а также о небольшом снижении рождаемости. Так, за первое полугодие текущего года было зарегистрировано свыше 380 тысяч браков. Это на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. Положительный факт уменьшения количества разводов. Детей родилось в этом году меньше на 38 тысяч. И спад рождаемости отмечен сразу в 82 регионах. Спасают статистику и поддерживают демографический баланс всего 3 субъекта в стране. Это Ингушетия, Чечня и Калмыкия. Перед тем, как нарушить, подумай, стоит ли это жизни. Знаки с таким содержанием уже впору выставлять на ингушских дорогах. Статистика дорожно-транспортных происшествий в регионе поползла вверх. А недавнее ДТП в Сунжинском районе смело можно назвать устрашающим. В результате аварии погибло 6 человек и 3 пострадали. Чаще всего причинами трагедии становится превышение скорости и выезд на встречку. С пешеходами также спорная ситуация. Они отказываются признавать зебру. Водители не готовы уступать свою территорию. Безалаберность, упрямство, нежелание подчиняться своду элементарных правил. А в результате репортаж Индиры Манкиевой. Ему навераж уйти. Он потянул и... Но отчаянный. Это было бы смешно, если бы исход не был бы летальным. В погоне за драйвом водители часто рискуют, не думая о возможных последствиях. Буквально за последние пару дней на дорогах республики погибло 8 человек. «15 сентября в вечернее время в сельском поселении Барсуки произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Сбит пешеход пожилого возраста. Стоит подчеркнуть, что водитель, совершивший наезд в апреле этого года, уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Был лишен водительских прав на 18 месяцев, но, судя по всему, это не мешало ему снова и снова садиться за руль. Назарян 97 года рождения совершил наезд на пешехода 52 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне отсутствия пешеходного перехода, не на установленном месте. В результате наезда пешеход 52 года рождения от полученного телесного повреждения скончался. По данному факту сейчас проводится проверка Следственного отдела по Назаранскому району. Назначена автотехническая экспертиза, и все материалы будут собраны. В дальнейшем, после окончания следственного действия, будет установлена вина. Буквально на следующий день, 15 сентября, произошел еще один наезд на пешехода в Кантышево и опять летальный исход. История как под копирку. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, последствия налицо.
По проверке базы данных водителя имеются ли штрафы за превышение скорости, за алкогольное опьянение. Данный водитель ранее не привлекался к административной ответственности. По данному факту сейчас тоже проводится проверка, назначена автоматическая экспертиза Назаранского района, сейчас проводится проверка. 6 человек погибли, 3 попали в больницу. Результат страшной аварии в Сунже. Недалеко от федеральной трассы Кавказ по дороге в сторону аэропорта Мага столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. На место происшествия сразу же выехали службы МЧС, кареты скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал со второстепенной дороги, не пропустив автомобиль Лада Приора, что и привело к чудовищному столкновению. Большинство пассажиров погибли на месте. Водитель автомашины Hyundai и пассажиры, 2 пассажиров скончались, и водитель автомашины Приора и пассажиры, водитель автомашины Приора тоже скончался. Пассажирка автомашины Зортова скончалась, и несовершеннолетний ребенок 2018 года скончался. 3 человек сильно пострадали в этой страшной аварии. 23-летняя девушка и 2 детей в возрасте года и 2 лет в тяжелом состоянии. Их сразу же доставили в Сунжевскую районную больницу, где пострадавшим была оказана необходимая помощь. Больная Дзортова Тандила Исаевна, 95-го года рождения, в крайне тяжелом состоянии, уровень сознания в коме, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушиб головного мозга тяжелой степени и тупая травма живота. Впоследствии больная была взята экстренно в операционную, проведена лапаротомия, спленэктомия, то есть проведен гемостаз, состояние стабилизировали, гемодинамику, все функции организма стабилизировали, и после этого уже в плановом порядке больную мы госпитализировали для дальнейшего лечения и до обследования в город Назрань и РКБ для проведения КТ головного мозга и дальнейшей тактики лечения при ушибах головного мозга. 2 несовершеннолетних детей были также перенаправлены в РКБ города Назрань для дальнейшего лечения. Ситуация усугубилась еще и тем, что ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке автодороги. По данному факту уже возбуждено уголовное дело и ведется тщательная проверка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, в 19 часов вечера на участке неосвещенном. На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа, проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются на данный момент, но уже можно говорить на данный момент о том, что было явное превышение скорости, судя по повреждениям на транспортных средствах, судя по тяжести последствий. И дорожно-транспортное происшествие произошло на полосе встречного движения. Этот случай является резонансным. Весть о ДТП быстро облетела всю республику. Общественные и религиозные деятели выражают слова соболезнования семьям погибших и в очередной раз призывают нарушителей одуматься и не губить своим поведением чужие жизни. بنيتي باتشان دال ماشلوت أسود دلش كلش ناحك والله شاش دقيت الدولش دالي دقيت الحمد وين تقاتشر دنيا يش أواريجي حدي بخ ياسك ونديرك إذا خلا مدي وين خل حمدس أواريتيش حسك تسوش شسك تسوش دل عدو دسوي دق باق إيش بقص قمنا ميخك خلوج لحتر تخنا нарушение же без тейпа ярой. Нарушение сайор же по неосторожности хол мелочный вещь. Сайор злостное нарушение хол, злостный нарушитель шкал без борса ще дело пойму, то есть соуц у камана моста где что, тахан даили очелтиха. Соуц у тахана камана тязитыш махалит у камана яки хажал. Шей шо козадиан, шей вахра, шей жизнях шо тахана, шо беречь деш дацаряха же нахлорби. По линии органов государственной власти у нас проводится определенная работа. Профилактические мероприятия на дорогах, беседа и работа с теми нарушителями, которые нарушают правила дорожного движения. И в дальнейшем планируем усилить в этом направлении работу. Обе машины превратились в груду металлолома и не подлежат ремонту, но куда страшнее и печальнее боль 7 детей по утрате своей мамы. Одной из жертв ДТП. Эта авария унесла жизнь и молодого, полного сил Юнуса Балаева, который недавно стал отцом. Кроме своей семьи, погибший заботился и о младших братьях и сестрах, заменив им отца и мать. По словам знакомых и друзей Юнуса, он прожил далеко не легкую жизнь, но, несмотря на все тяготы, стремился помочь тем, кто в этом нуждался. И неважно, был это близкий человек или просто знакомый.
По данным ГИБДД, за последние 8 месяцев на дорогах нашей республики произошло 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибло и 253 человека получили ранения различной степени тяжести. И основными причинами аварий остаются все те же. Это превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Индира Манкива, Михаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Ацхабила, Киев. Новости 24. Дорожники завершают ремонтные работы по улице Московская в Назране. Напомню, что закрыта улица почти месяц. За это время рабочие заменили дорожное покрытие, установили новые бордюры, проложили пешеходные дорожки, заменили дорожные знаки и светофоры. Незавершенным остался участок протяженностью 80 метров. С этим объемом работ дорожники обещают справиться в течение нескольких дней. Совсем скоро движение на центральной улице города будет восстановлено. Сотрудники Ингуш-Автодора благодарят водителей за понимание. Третий год, можно сказать, проводим капитальный ремонт на этом участке от федеральной трассы до железнодорожного переезда. Это протяженность около 3 километров. До начала капитального ремонта состояние дороги было неудовлетворительным, дорожное покрытие было изношенным, на дороге были просадки, выбоины, бордюрный камень был весь изношен, выкрашен. И в связи с этим было принято решение, провести капитальный ремонт. Своевременной доставкой почты и корреспонденции по адресам мы обязаны специалистам, которые каждый день трудятся на благо населения, почтальонам. Несмотря на то, что телефонная связь и интернет дают безграничные возможности, почта не ушла на второй план. Людей с толстой сумкой на ремне по-прежнему ждут каждого на своем веренном ему участке. Несмотря на определенные трудности в работе, почтальоны со стажем не намерены прощаться с любимым делом. Зарема Евлоева расскажет, почему. Это здание отделения Почты России в Насыркорте открылось совсем недавно. Новые условия и автоматизированность облегчили труд операционистов. А вот объем работы почтальонов только увеличился. Впрочем, сотрудницам местного отделения не страшен любой фронт работы. Каждая из них трудится здесь не менее 10 лет. К слову, 7 из 7 местных почтальонов – пенсионеры. Но уходить на заслуженный отдых пока никто из них не собирается. Свободного времени у женщин совсем нет. Нужно успеть рассортировать большую кипу писем и газет, разложить по порядку согласно маршруту и ничего не перепутать. 300-400 писем, 20 Многодетная мама Любовь Бештоева в советское время работала телефонисткой, позже перешла на почту. Этой работе она отдала 17 лет. На ее участке 9 улиц, поэтому большую часть рабочего времени Любовь проводит в пути. Приходится проходить не 1 километр, жариться под палящим солнцем летом, месить грязь в дождливую погоду и мерзнуть зимой. Но за много лет она приобрела много друзей, поэтому в каждом доме ее ждут с радостью. С годами появились телефоны и интернет, поэтому люди стали реже отправлять письма друг другу. Но ходить по проложенным маршрутам почтальоны меньше не стали, особенно когда рассылаются счета и разносится пенсия. У Эсет Чахкиевой в этом году круглая дата – 10 лет стажа работы на почте. Хоть я сегодня целый день хожу пешком, на второй день я бодро себя чувствую. Привыкла? Да, я привыкла. Со свежей головой с утра уже на работу опять. В Насыркорте 38 тысяч абонентов, которых обслуживают всего 7 почтальонов. Письма, пенсии, пособия. Их ждут почти в каждом доме. У Лизы Чахкиевой самый большой участок, на котором расположены не только частные, но и многоквартирные дома, а также различные организации. Хоть и бывает тяжело делиться почтальон, но работа ей нравится. Во-первых, она связана с людьми, а это всегда интересно. А во-вторых, нет времени для скуки. Интересно, я. Бог бы это чудо. Игорь Халсабов Хьеншан, Сайчит Ультмаяр. Но каждый год дукат ехать организация вообще дуки ханс эхтехвен. Да, по Бакинке он же амфитеатр, мемориал, 18-этажный дом. Каждый день отъехал дукахан.
Встретить молодого почтальона – редкость. Зарплаты у них невысокие, а объем работы большой. Но наши героини отдали своему делу не один год и уже не представляют свою жизнь без писем и абонентов. А постоянные пешие прогулки даже держат пенсионерок в тонусе. Зарима Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Настоящий патриот, достойный офицер и воин, отдавший свою жизнь служению России. Именно так отзываются об Алихане Калиматове все, кто был с ним знаком. Вспоминая эту по-настоящему легендарную личность, мы отдаем дань уважения за героизм и мужество. С момента трагической гибели героя России прошло ровно 11 лет. В 2007-м автомобиль, в котором ехал Калиматов, подвергся нападению террористов. От полученных огнестрельных ранений сотрудник ФСБ скончался в больнице. Репортаж Светланы Томовой. Родину себе не выбирал, она, наверное, выбрала меня. Эти слова народный артист Тимур Цейтов посвятил своему другу, герою России Алихану Калиматову, который прожил недолгую жизнь, но оставил яркий след в истории своего народа. Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевская. В большой семье он был 7-м ребенком, и поэтому со стороны всех родственников, братьев и сестер к нему, как к самому младшему, было особое внимание и огромная любовь. Он был достаточно хороший, достаточно такой, иногда непредсказуемый был такой, парень такой. Он не был одинарный такой. В общем, мы как-то складывали одинаковые братья, вот идем, 3 брата, да, в общем. А он у нас другой всем был. Младший был, мы, мать больше жалела, отец больше жалел, он сам младший был, мы 7 старшие были. То, что прощали родители ему, нам никогда не прощали и не просили в жизни. В 1987 году Алихан уходит в армию. Вдали от дома он ни на секунду не забывал своих родных, а часы, присланные в подарок маме, до сих пор стоят у нее в комнате и за все эти годы ни разу не давали сбоя. С 2000 года Алихан – сотрудник управления ФСБ по Самарской области. Не раз участвовал в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе. Практически это вся его жизнь и вся его работа. Это не одномоментный какой-то случай. Но все обстоятельства, связанные с этим, они пока еще не подлежат разглашению, и материалы стоят под грифом «секрет». Потому что это была одна из серьезнейших антитеррористических контрразведывательных операций на Северном Кавказе. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. Не стало народного героя, борца за справедливость, того, с кем связывали надежды на возвращение похищенных в разное время родных и близких. От бандитской пули погиб Алихан Калиматов, сотрудник Центрального аппарата ФСБ России, много лет подряд находившийся в командировке на Северном Кавказе. Эта новость тогда попала в заголовки не только ингушских и московских, но и самарских газет. Именно в этом городе, на Волге, Алихан Калиматов жил и служил до своей последней командировки на Кавказ. Сегодня, говоря об этом, с его земляками, с его родственниками, в первую очередь членами его семьи, с его женой, детьми, я хотел бы сказать, что они вправе и могут гордиться тем, что Алихан Машарипович сделал при жизни. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Калиматов окончил 4-ю школу города Сунжа. Сейчас она носит имя Героя России. В холле на самом видном месте красуется мемориальная плита с изображением погибшего подполковника, тем самым вновь напоминая учащимся, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. Активный, энергичный, общительный, коммуникабельный, старательный. Таким запомнили Алихана его сверстники. Я знаю его как порядочного, хорошего, доброго мальчика, отзывчивого, всегда с уважением относящегося к старшим, особенно к учителям. В прошлом году в Самаре состоялось официальное открытие бульвара имени Героя России Алихана Калиматова. В мероприятии принял участие глава Ингушетии. Алихан Калиматов переехал в Самару в 1996 году. Здесь он учился в Самарском госуниверситете и с 2000 года нес там службу постоянно, выезжая в горячие точки. Достойная смерть – это тоже подвиг. Но это не столько подвиг бессмертный, это, мне кажется, продолжение жизни человека.
Сегодня я для себя с большой радостью, с удивлением обнаружил, что есть люди, которые совершают боевые подвиги, а есть люди, которые совершают трудовые подвиги. Это вот только что был назван Владимир Кошелев, который строит этот микрорайон, и который вышел с инициативы, чтобы назвать улицы, бульвары именами героев. Это важно для нас, для всех. Особенно важно вот для тех детишек, которые стоят в строю. Почему? Потому что они должны воспитываться ежечасно, ежеминутно на подвигах своих предков. Историческую миссию, которую мы сегодня выполняем, будет на многие-многие годы служить тем людям, которые живут здесь в Крутых Ключах, людям Самарской области, города Самары, людям, которые живут в Ингушетии, людям, которые потеряли своих мужей, братьев, родных в разных горячих точках, защищая и конституционный строй нашей страны, да и просто защищая интересы людей нашего государства. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. Также в прошлом году в Магасе состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в память о Калиматове. Его именем была названа одна из улиц в столице Ингушетии. На торжественном мероприятии присутствовали глава Ингушетии Унузбек Евкуров, председатель Народного собрания, юнармейцы, родственники и сослуживцы героя. Алихана я знал как односельчанина, он был моим ровесником, был очень хорошим, порядочным парнем. Алихану довелось прожить неполных 39 лет. Из них около 7 лет он прослужил в органах госбезопасности. У него остались жена и 2 детей. Указом президента России за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад внесен в дело обеспечения безопасности страны. Алихану Калиматову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Светлана Томова, Новости 24. Мы продолжаем говорить о социально-экономическом развитии региона. В Ингушетии за последние годы построены сотни объектов социального значения. К ним относятся школы, детские сады, объекты спорта и здравоохранения. Практически в каждом населенном пункте в городе возводятся дома культуры, соответствующие всем современным стандартам. Один из них успешно функционирует в селе Мужичи. Объект открыт в апреле этого года. Здесь же строится с опережением графика и новая школа. Также в селении заложен фундамент под новый детский сад. О преобразовании селения Мужичи репортаж Делимхана Калоева. Ингушская гармония, национальные мотивы полюбились Розе Хакиевой, когда она училась еще во 2 классе. Правда, как научилась играть, уже не помнит. Все как-то само собой получилось, говорит женщина. Открытие Дома культуры в сельском поселении Мужичи первое за всю историю его существования. Для нее, как и для всех остальных сельчан, это событие стало долгожданным подарком. Ведь раньше, чтобы заниматься танцами или вокалом, их детям приходилось ездить в соседние города и села. Теперь все эти неудобства уже позади. Я Дом культуры, я охюрт мелдо адым вақ замеге мелбар гаддахат вахан ялчалхав клуб болар, клуб яхш помещение тхач тыш цак кадара ца мероприятие еще ацыш хамди еще ацыш тыш меттеги тыш строение раздахцы дачи ер хайла суну дикхет тан ялчы соёк ели эгер халх وسخل ديزر خدر دكريتسون بيغلغي أدلا بيوخ داخل دين ساعة بيد داج مسني غلغي инструменты пандер. Передать свои навыки, накопленные за полвека своей жизни, главное для Розы Хакиевой. Сейчас в ее группе в разные смены обучается около 10 девочек. Руководитель кружка дает дополнительные уроки народного вокала, чтобы учащиеся могли петь и аккомпанировать себе одновременно, чему очень рады воспитанницы. زويق أنا رغلة إليج حد يخش ويخن أنا رغلة إليج لقش خلش جاخ قارب ما عنده لج بيلمي سق أردمي ميفيش سركودي الرز اسمان تسنج أديك لقوس تنساني جاخ
В новом доме культуры функционируют несколько кружков: декоративно-прикладного искусства, хорового пения и шахматы. Не забыли здесь и про любителей изобразительного искусства и народных танцев. В общем, музыка не утихает ни на минуту. С таким уютным зрительским залом на 200 человек и профессиональная аппаратура иначе быть не может. Теперь сельчане на высоком уровне могут проводить массовые мероприятия и сходы граждан. С открытием нового ДК отчасти решился и вопрос трудоустройства местного населения. Рабочие места получили порядка 20 человек. Вештха до кружок активно посещает, до берешь, рязада, школерши, балжа, гадбахи, хачба. В ДК есть большая библиотека, которой в селе и вовсе не было. Здесь собрана научная детская литература и, конечно, классика. И все это благодаря неравнодушию и любви к своему делу библиотекаря с большой буквы Розы Гандаровой. Когда все экземпляры книг были обречены, она перенесла весь книжный фонд к себе домой и хранила его там некоторое время. Султан ханзе дом культуры хайылша, я культур курч мы библиотек ши мы би культурный курч, та ыстыхылчы сукатыч, дешир болчан школе бог беш болхошты, молохчан литературу дизиш, зинс испахли иж мелоз стагач ах, нагда долш иш хамдер, ханзе дом культуры хайылша, тонча она дох соутхант. Словом, усилия библиотекаря оказались не напрасны. Сейчас за художественной литературой, справочниками и научными изданиями устраивается в очередь. На данный момент в хранилище 6523 экземпляров книг. Фонд планирует пополнять. Тем временем учебный процесс в соседней школе только начался. Однако сказать, что он проходит комфортно, нельзя. Очень не хватает помещений. Заниматься в таком старом здании, конечно, очень сложно. Работаем 2 смены. Ну и мечтаем об одной смене, чтобы во второй смене уже дети могли ходить на кружки, заниматься дополнительно. Ну, трудностей, конечно, много. Мне кажется, с открытием новой школы разрешатся эти проблемы. Открытие нового корпуса станет настоящим подарком как для учащихся, так и всего преподавательского состава. Да, мы планируем, что появятся дополнительные рабочие места. Мы будем работать 1 смену, естественно, там уже мы сможем задействовать больше людей. У нас очень много людей с высшим образованием, которые не могут трудоустроиться. И эту проблему мы тоже каждый где-то наполовину мы сможем решить. Ждать осталось недолго. Самая сложная работа уже позади. Завершена укладка кровли, сделано отопление и электроразводка. Строители постарались на славу, поэтому планируют завершение с опережением графика. 3-этажное здание располагается рядом со старой школой. Около 40 человек трудятся в разных секторах. Водопровод, отопление. Ерик Бог добуджи подходал, андали. В течение месяца полностью благоустройство, если я ходят. Потолок жди долж дотхо. Да, у нас полным ходом идет из плит кафель тухждах, то санузел, манузел, массинахтига. Короче, душевой кафель тухждах тоже 50% дан, то есть сашинкира истиба был бог бозы. О том, что школа соответствует всем современным требованиям, можно говорить уже сейчас. Современные учебные классы, лифт, актовые, спортивные залы, душевые, вестибюль, гардеробная, столовая и санузлы. На месте старой школы появится парковая зона. И главное, учеба в 2 смены останется в прошлом. Новое учреждение рассчитано на 320 мест. Открытие объекта планируется в конце этого года. Цунуч адиона раз должи диона декретиш да тухани алчи бериш дина гот бош таханлаш дина вен ламр моттигиш вен хат союалыш диона нах духал угуш хамди вен суламди ве дей биахаметти цунцани дуз дина машин духул қауниягд суда бериш диона чидах хадах ишколи доғча наха ча атқышқул ниягд сайн дайхба استاتو ارحز بولو بان تصوغ چوادي ود هادت او اتشرام ياتر چوا خوص مش خان خو يرت يعني ديكش اورا از بي مالر بي ملياج ده از دمل اندي وش حماج حدا مديت تكون حدا جلاتش ده ديونه ديليرش ديونه حماج ده تكون او دي يزج موزي هاتس دايلش ديونه ات سكتيش كواش دي ازل چوا دو خوص مش ده ديكش اورا تكون وصخن
На начальном этапе строительства находится новое учреждение дошкольного образования. Вырыли котлован и заложили фундамент. Детсад на 120 мест – еще один подарок для сельчан. В двухэтажном здании будет предусмотрено все. Бер дадал мотик цахалчу, бог бахра бог, да бах, не сходу уже, да, бер ждет сагвачи, молодой волжа, семья жми вин доходил. Сарыч ахалун уже ложер, но ханс дал моглядио, да, бери беш охшер, аюляйер, йохшер, чакялиши. В общем, инфраструктура селения Мужичи не может не радовать. Если еще несколько лет назад местные жители только мечтали об объектах социальной необходимости, то сейчас они будут ими активно пользоваться. Селимхан Калоев, Гапур Чехкиев, Новости 24. Россия вошла в список стран с самым высоким уровнем развития. Об этом сообщается в докладе ООН. Всего в рейтинг вошли 189 стран, среди которых Россия заняла 49-е место. Группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств. Из стран ближнего зарубежья в их число попали также Эстония, Польша, Литва, Латвия, Белоруссия и Казахстан. Возглавила рейтинг Норвегия. В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австралия. Внимание любителей смешанных единоборств со всего мира в минувшие выходные было приковано к поединкам, прошедшим в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Там состоялся первый в истории России турнир самой престижной организации ММА в мире – UFC. Промоутерская компания собрала лучших бойцов России и зарубежья. В числе участников был и первый ингушский боец в истории организации UFC Адам Юндиев. Об итогах турнира и перспективах наших земляков репортаж Тамерлана Хамхоева. 22 тысячи человек, до отказа забитый дворец спорта «Олимпийский», больше десятка зрелищных поединков и море незабываемых эмоций для болельщиков. Таким получился первый в России турнир самого известного промоушена ММА. 12 бескомпромиссных поединков приковали внимание миллионов поклонников смешанных единоборств со всего мира. В истории России это уникальный случай, когда чемпионы в сильнейших организациях нашей страны сходятся в противостоянии с топовыми файтерами из UFC. Алексей Кунченко, Рамазан Имеев, Петр Ян, Никита Крылов – эти имена широко известны в кругах российского, а теперь уже и мирового ММА. И каждый боец здесь выкладывался на полную. В числе спортсменов, заявленных на турнир, был и наш земляк Адам Юндиев. Он стал первым ингушом, который провел поединок в лучшей бойцовской организации. И пусть дебют получился не очень удачным для нашего земляка, но Юндиев доказал, что бойцовского духа ему не занимать. Выйдя на бой с травмой, вырвавшись в ходе поединка из тяжелейшего удушающего, Адам показал, что у него есть перспективы. Ингушетия в любом случае с ним, и доказать, что здесь в него верят не зря, Адам собирается уже в ближайшее время. Помимо Юндиева, неплохими перспективами в UFC обладает и чемпион M1 Global в легчайшем весе Мавсар Евлоев. Уже совсем скоро объявят о договоренности с руководством промоушена на бой, и тогда мы вновь увидим нашего чемпиона в действии. В легчайшем дивизионе Мавсару будет что показать миру. В России он уже все доказал. Согласно подписанному договору, чемпионы из российского промоушена M1 получат путь в UFC. Дамир Исмагулов, Алексей Кунченко, Никита Крылов уже подписаны. Теперь очередь Мавсара Евлоева. Далее на подходе еще несколько перспективнейших ингушских бойцов, которые могут стать звездами ММА мирового масштаба. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Общероссийский народный фронт предложил использовать спутники и беспилотники для контроля за лесами. Должна быть создана единая система, которая будет собирать в реальном времени информацию по незаконной вырубке леса и обрабатывать ее в едином центре. Процессы лесопользования необходимо перевести в электронный вид, а также автоматизировать контроль за лесозаготовками, экспортом древесины, лесовосстановлением и выделением квот на вырубку, считают в Общероссийском народном фронте. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте.
На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.